Здравствуйте, друзья, товарищи. Вот такой завтрак мне приготовила сегодня старшая дочь. Она в отпуске до дома. И вот такой яйца пашот называется. Жареным хлебом. Очень вкусно. Вот. Всем советую. Она мне уже как-то готовила. И я сегодня тоже попросил, я говорю, сделай мне, пожалуйста. Вот такой завтрак. Короче, друзья, наслаждаюсь завтраком этим. Вот. У меня такой вот день сегодня начинается. С утра такого прекрасного завтрака. Кому может там по-быстрому завтрак сделать, для разнообразия, попробуйте тоже так сделать. Очень быстро там кипяток опустил такой, получается маловареное или как это яйцо. Вот. Очень вкусно. Жареный хлеб на сливочном масле, потом кетчуп и яйцо вот такое. У меня сегодня хочу еще, у меня еще чага есть, чагу надо почистить, потом должна посылка сегодня прийти. Надо будет съездить за посылкой и попробую сделать еще обзор, то, что мне пришло. Вот. Ну, это, наверное, уже в конце видео будет такой обзор небольшой. Ладно, друзья, я буду завтракать, включить уже чуть-чуть попозже. Ну вот, друзья, вот у меня такой кусочек чаги. Мне отправил этот кусочек чаги Олег. Ну, мой товарищ там, земляк. Там у него 2 канала есть. На Бродевком и Будни Олега. Вот он мне отправил этот. Как-то разговорились насчет, я говорю, если пойдешь, там в избушке, говорит, у меня есть, я, говорю, тебе принесу. Что-то много разговаривают, что эта чага от коронавируса, да, что-то помогает. Не знаю, ну, ученые так выяснили, российские ученые, правда. Это мне вот надо сейчас вот этот почистить немножко. Правда, немножко затвердило. Это я все вот самую, которая вот это крошится, чернота, все это немножко уберу. И разделю на порционные кусочки маленькие, как сахарочки. И буду сушить. А потом буду заваривать как чай. И пить. Может, действительно как-то убережет, что ли. На упорежение, так сказать. Вот. Все, я буду этим заниматься. Видите, как она крошится. Это дома была в пакете. И крошится. Где-то уже затвердела, а где-то еще это. Это еще слишком сильную черноту я уберу. Труху уже Олег убрал. Тут мне уже чистая вот это чистая чага. Трухы уже нету тут. Вот это самый кусочек вот этот уже слишком больно сильную черноту там вот. Там тут мог да что да это уберу. Вот, друзья, я этим буду заниматься уже потом. Ну, в принципе, потом основную черноту убрал, а потом уже вот тут уже потом вот это чисто чага уже осталась там. Чернота, говорят, тоже полезная, но она получается, что слишком уже черная, слишком черную часть только убираем, которая прямо ну, неприятно даже смотреть. И вот осталось вот такой кусочек остался. Вот столько примерно мусора осталось. Ну, это сверху черноту убрал. А сейчас будем делить на порционные кусочки маленькие. Рука не очень, друзья, работает. Вот таким макаром я потом дроблю это все.
ножом. Вот такие размеры примерно. Сейчас покажу. Вот такие примерно кусочки. Вот получается. Не знаю, там попадают, нет в кадре. О, вот такие кусочки. И бьются. Потом я уже буду это сушить. Но это быстро высохнет. Кто-то скажет, почему молотком? А потому что рука слабенько работает, а молотком как раз. Вот так. Эта чага очень надолго хватит этой чаги мне. Ну вот, друзья, вот такая чага на порционные кусочки и поставлю сушить прямо возле, на предпечье поставлю, потому что там тепло, не жарко, а тепло, будет сушиться, это быстро, наверное, высушится, потому что на кусочки мелкие получились и очень даже удобно. Как раз кусочек на одну заварку, вот такой кусочек. Заварочный чайник прямо и так завариваете потом. Он становится как цвета, как золотистого цвета напиток получается. Вот так. Ну вот так в блюдце и положил. Предпечье там, нормально высохнет это все. Можно на печку, но там коты гуляют. А сейчас зима и котов все равно надо пускать домой и ночевать. Летом-то я бы их выгнал, да там высушил. А потом коты там, да, будут там нюхать, это не гигиенично. Вот тут нормально будет все. Завтрак-то я снимала, себя снимала, обед решил Машу поснимать. Вот она сегодня достает на обед из щуки консервы. Помните, мы делали? Вот такие консервы. Которые делали, вот видео есть там. И очень вкусно, Маша говорит, да? Вкусно? Угу. И борщ, кстати, тоже. Да, и помните, тоже консервы делали, заправку для борща. Угу. Вот из этого тоже. Очень все вкусно. Ой, вкусно. Даже салат сегодня я поела, покушала. Да. Можно и так. Пюрешкой можно добавлять и с макаронами. Так что очень вкусный салат. Советую приготовить. А щука прям... Щука, да. Прям щука вообще смотрится вообще шикарно. Это консервы, только как кашу можно жевать, там кости все... Да, кости мягкие. Мягкие стали, очень вкусно. Поздороваться забыли. Ну да. Всем здравствуйте, друзья. Да, а сегодня еще, Маша, а ты позвонила на почту? Пришла, нет этот? Да, мне позвонили, позвали к 3 часам. А у меня там посылка у меня, Маша, сегодня еще посылку привезет. Да. Ладно, приятного аппетита, Мария Олеговна. Угу. Я тоже присоединюсь, потом уже камеру выключу и присоединюсь. Я консервы рыбные хочу попробовать. Маша уже попробовала там чуть-чуть кончиком, говорит, очень вкусно. Я с сухариками. Это называется, как сухарики называются еще по-другому? Гренки? Гренки, да. С гренками. Люблю суп с гренками. Вот. Ну ладно, все. Приятного аппетита. Спасибо. А это, друзья, наш барщик. Он на спинку кресла залез. Да? Барщик, что тебе надо? А? Мурлыкаешь? Стесняется камеры. Вот такой.
Сибирский, говорят, кто-то. Порода какая-то сибирская. О, лапы как делает. Что? Ну, дорогие зрители, я сейчас собралась на почту. Ну, поехали. Я приехала, я возле почты. Вот наша почта. Значит, он получила бандероль. Это пришел Сергею такой бандероль. Жилетка теплую. И дома посмотрим. Сейчас обратно поехала домой. Ну вот, друзья, Маша принесла мне посылку. Такой вот пакетик, мягонький, тепленький. Сразу скажу здесь, что тут я заказывал с Алиэкспресс жилетку с подогревом для моих прогулок. Хочу сказать, эту жилетку, и вот ранее приходила вот такая балаклава, это надевается на голову и на шею, закрывает от ветра. И еще заказал перчатки с подогревом, не перчатки, а рукавицы с подогревом, но они еще не пришли. И вот все это для моих прогулок, чтобы тепло было прогуливаться, я заказал на деньги, те, что выслали мне донатом. Это еще в ноябре мне высылали денежку, подписчица высылала мне. Ну, изъявила желание не называть имени, я и не буду, но она знает, я говорю большое спасибо. Еще хочу сказать, еще получал донат. Это донат от, так сказать, комы немки. Может быть так. Вот, но она так сказала, говорит, комы немка. Она жила раньше, ну, родом из Комы, а сейчас живет в Германии и говорит, комы немка. Ну, я же все же скажу. Ирма, спасибо большое за денежку. Донат еще получили. Вот так. Вот эти два донатера, так сказать, топ-донатера у меня. Большое, так сказать, большое подспорье для меня. И очень большое спасибо. Сейчас буду распаковывать, короче говоря, эту курточку, жилеточку, вернее, и покажу на себе, как она греется, да что да, покажу, как она вообще выглядит, эта жилетка. И, если честно, я сам еще не видел. Сейчас открою быстренько. И подключу еще к пауэрбанку и скажу, греет, не греет, все нормально или не нормально. Вот. Так, своими корявыми руками я сейчас попытаюсь открыть этот пакет. Да, жилетка, друзья. Так. Пока сюда этот мусор отложим. Вот, друзья, вытащил я эту жилетку. Тут подкладка есть. Такая блестящая. Это, наверное, чтобы тепло сохраняло, что ли. И еще она от USB идет. Сейчас покажу я все. Вот. Тут вот выключатель здесь. Сейчас как будет гореть, подключим powerbank. Где-то в кармашке должна быть провод. Я не знаю, где этот провод. А, вот. Вот провод. Вот провод такой. Вот. Вот. Для USB. Вот такой наконечник для поwerbanka. Сейчас подключим и посмотрим, будет греть или нет. Вот. Вот powerbank. Не знаю, даже вроде заряжал. Вроде не... все, есть. Горит powerbank. Сейчас подключим просто. Все. Воткнули powerbank. Тут кармашек сразу. Вот.
Вот кармашек. Засунули. И еще забыли. Сейчас включим. Вот сейчас еще покажу. Вот такая включалка. Включится или нет. Короче, не включилась. Вот так. Короче, у нас не включился подогрев. Она должна гореть так-то. Красным, синим и... Все. Короче говоря, друзья, не включилась у нас. Я не знаю почему. А почему не включилась? Что-то не так, что ли, сделал? Что-то не так, что ли, сделал? Оказывается, надо было подержать. Вон, смотрите. Сейчас я выключу. Вот, сейчас, во. Все, друзья, я уже испугался и расстроился. Вон, подержать. И он, получается, красный, это усиленно греет. Вот это холодный, это слабо греет. Там еще зеленый должен быть. Тот этот зеленый, это синий, это слабо греет. Сейчас я сразу на максимум включу. Это выключается. Значит, я неправильно делал. Надо, оказывается, подержать. Все нормально, друзья. Я уже испугался. Очень уже. Оказывается, все нормально. Я неправильно включаю. А что мы в деревне-то? Кроме валенок ничего не видим, да? Все. Настроение, друзья, сразу резко улучшилось. Вот. И сейчас я буду мерять уже эту жилетку. Вот так. Взял я жилетку. Греет. Тепло сразу. Шея тепло. Очень. Спине. Все. Вообще согревает так. Это жарко. Придется, на слабый огонь сразу переключить. Я для проверки сразу сильный включил. Вот так. Все четко работает. Очень тепло. А потом еще сверху, основную одежду одену, и вообще будет шикарно. Будет шикарная прогулка. Ой. Да. Жарко. Греть начала. Сильно перебор начала греть. Потому что я дома еще, да. Прямо аж греет. Сейчас еще быстренько, друзья, эту балаклаву-то одену и покажу. Правда, я этой балаклавой уже гулял там на прогулке с сумкой. Но ничего, я сейчас одену, как она выглядит. А вот так, друзья, я выгляжу с балаклавой одетой. Так, полная экипировка. Я огонь переключил, у меня сейчас синенький горел, а то жарко стало. Греет, курточка греет нормально вообще. Надо будет для Маши еще заказать тоже. Вот так. Вот так я выгляжу. Еще перчатки с подогревом придут. Носки уже есть у меня с подогревом. Вообще робот. Одни батарейки только будут. Вот так. Ну что, показался. Показался во всей своей красе, так говорится. Сниму, а то мне жарко в этой курточке. Сейчас сниму эту балаклаву, эту курточку, жилеточку. И продолжим наш такой небольшой разговор. Ну вот и все, друзья. Буду заканчивать. От души сердечно говорю спасибо донатерам, помогающим добрым людям, которые вот мне помогают. Потом я вот покупаю такие вещи, которые нужные для меня. Очень нужные. Вот. Эта жилетка мне на прогулках будет очень-очень хорошей штукой. Перчатки, если вот
рукавицы, то есть, если придут, не знаю там, какие, правда, придут, тоже на Алиэкспрессе заказываешь, всегда там сюрприз приходит. Например, я вот эту балаклаву заказал, там было написано флисовая, а мне пришло такой материал, такой, как синтетика, тонкая, но скажу честно, я вот с этой балаклавой уже прогуливался 2 прогулки, и ветер такой пронизывающий, а тепло, шеи тепло, и это подбородок не мерзнет там, и уши тоже. Закрывает это все. Прорезь остается в глазах, и нос тоже открытый. Очень даже удобная штука. Вот. Спасибо вам, тем, кто помогает. Многие на карту переводят, многие на Донат Алерс. Просто некоторые боятся там Донат Алерса. Лучше уже сразу пишите мне в личку. Я точную ссылку вышлю, и это уже 100% вы не прогадаете, что отправили мне, и боитесь, что не придет. Я прямо в личку там в Одноклассниках или в ВКонтакте я вам могу написать. Вот так. Ну все, точно заканчиваю. Спасибо еще раз за то, что я смог купить. Ну, считаю, это подарок от вас, потому что за ваши донаты я мог купить вот такие курточку с подогревом. Всем спасибо, всем до свидания, до новых видео. А сегодня было видео такое, хотел-то в основном чагу показать. Насчет чаги еще пару слов сейчас скажу. Где-то в интернете я прочитал, что помогает она от коронавируса. Я не знаю, помогает, не помогает, но раз написали, говорят, вот, российские ученые там выявили, что березовый гриб чага помогает от коронавируса. Я не знаю, поможет или не поможет, но знаю одно. Одно знаю, что наши деды, наши бабушки это использовали чагу в целях лечения от всяких заболеваний, там, от желудочно-кишечных заболеваний. Это я точно знаю. Многим она не подходит, например, моему отцу, от него голова болит у отца, по-моему. И он не старается много пить. Вот. А я вот решил попробовать и вам показать. Может, кому-то там пригодится. Вот, и хочу сказать Олегу тоже спасибо. Это мой земляк, как уже говорил, с канала на природе.ком, и канал еще Будни Олега у него есть. Он охотник, рыбачит, часто в лесу бывает, и он мне принес вот этот кусочек чаги. Так что и в тепле, и с народным средством против вирусов, не будем уже говорить конкретно от коронавируса, но от вирусов от всяких, так сказать, народное средство от болезней. Ну все, на этом точно буду заканчивать. Всем пока. До новых видео, друзья мои.